Сегодня мы побываем в Алдане в гостях у приемной семьи Бушевых, где воспитывается 3 приемных детей. И сюжет наш будет не о том, как и почему появились в семье дети, а о том, как они развиваются. Давайте вы вначале просто сыграйте, а мы послушаем. Кто первый? Все вместе. Ну да, как хотите. А как вы играете обычно? Ну, мы по-разному. Кто-то, мы иногда с солистами играем, иногда ансамблем. Но мы сейчас ансамбле нам это. Не помним ансамбль. А ну тогда давайте солистами. Да, можно? Так, Давайте. Егор первый. Ну давайте со старшего. Давайте, А, со ну, старшего. хорошо. Да, давай. Ну что всё. помнишь, елочку сыграй, новогоднюю песню. Если это не... Лида, вот сложно играть на домре, расскажи. Ну, иногда да. Ну, когда вот только я пошла, в первый год было очень больно нажимать, а сейчас все не больно. В музыкальную школу мы ходим. Там у нас проходят уроки. Помимо специальности у нас там оркестр, сольфеджио и прочее там. Романа, Егора и Лидию к музыке приобщает приемная мама Ольга Семеновна Бушева. Она является артисткой Государственного концертного оркестра Якутии. Вот я их как могу развиваю. Где-то строго, где-то там лаской, где-то они сами. Ну, вот приучать надо к труду, потому что музыкальное искусство, исполнительство, инструмент, они очень дисциплинируют. Да, любой человек. Это нужно себя же взять в руки, заставить, инструмент взять, посадить себя и вот начать и заниматься. Благодаря занятиям в детской школе искусств Алдана Егор, Роман и Лидия достигли больших успехов в музыке. В прошлом или в позапрошлом году мы играли с Государственным концертным оркестром Якутии, дирижером которого была на тот момент Наталья Владимировна Базылева. Мы ансамблем с мамой там играли на юбилей оркестра. В прошлом году мы ездили во Владивосток на «Солнцеворот», всероссийский конкурс. Заняли там 2-е место ансамблем, также с мамой. Играли мы также с оркестром поколения Next и заняли гран-при. Наш оркестр занял гран-при. Что еще? В этом году мы на «Золотой лире» заняли ты 2-е. Какое? Я 2-е, Рома 3-е. Я 1-я. Да. И нам дали еще денежные призы. Достижения есть у детей не только в музыке. Прям таких достижений не было, только в гимназии участвовал в некоторых конкурсах. И то потом перестал. Потому что иногда времени перестало хватать из-за музыкальной школы. А теперь, знаете, ребят, расскажите мне о ваших планах. Я хочу сейчас, пока я ребенок, я сейчас занимаюсь баскетболом и волейболом. И здесь на Металлургии есть секция баскетбола. Я хочу туда записаться, ходить на баскетбол. В будущем, не знаю, я планировал, я сейчас буду хорошо ориентироваться на математику, английский, русский и физику. Я хочу пойти либо на программиста. Я сначала закончу 9 классов, потом пойду учиться в техникум, а потом уже закончу институт там. И найду себе профессию, которая будет мне по душе. Ольга Семеновна не только развивает детей через музыку, но и закладывает в них основу простых человеческих ценностей. Я с ними уже там много чего мы подсолили, не один уже съели, и плакали, и ругались, и, не знаю, и мирились, и веселились. Но все-таки вот хочу их воспитать на
истинных, простых, человеческих, которые не купишь нигде. Я им это объясняю. Этого не купишь. Доверия не купишь. Уважения не купишь. Но надежду тоже не купишь, потому что любовь тоже не купишь. Ну, разная любовь бывает. Но говорю, чтобы тебе человек доверял, ты должен все-таки сам быть таким человеком, чтобы к тебе и люди потянулись, и приглашали тебя, если ты что-то ты умеешь там делать хорошо. И тебе и радостно, и ты радость принес. Вот так. Родитель – это прогресс ребенка. Прогресс, вот Рому спрашивала, что такое. Развитие. Я говорю, вот это развитие и есть. Не будет родитель шевелиться, прогресса у вас никакого не будет. Потому что играют они хорошо. Вот они в Валданскую школу приехали, хорошо адаптировались, их вот очень хорошо приняли в коллективе. И вот гордятся, и они не подводят, в конкурсах участвуют. Большую роль в воспитании играет бабушка Антонина Андреевна. Бабушку слушаются, и маму тоже. В магазин ходят, полы моют, салаты делают. Так что молодцы. Ольга Семеновна Бушева стала приемной мамой 5 лет назад. Родные дети, дочь и сын, уже взрослые. И всю любовь и свой большой жизненный потенциал Ольга Семеновна вкладывает в приемных детей. Их жизнь была трудной, но благодаря Ольге Семеновне Роман, Егор и Лидия получают сполна любовь и заботу, имеют серьезное увлечение музыкой, и мы уверены, что все их планы и мечты обязательно исполнятся. %90 воспитанников Центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являются социальными сиротами. Как вы думаете, вот какую-то надо проводить политику или работу всех структур взаимодействия, чтобы детей поступало меньше, чтобы меньше было социальных сирот? Безусловно, сегодня, то есть, как бы вот, наверное, здесь прежде всего работа, то есть, служб профилактики, то есть, это и правоохранительные органы, это сегодня, значит, и опека, то есть, и центры реабилитационные, то есть, в этом плане, то есть, ну, а сегодня вообще, то есть, политика государства, она ориентирована на здоровый образ жизни, да, то есть, если это исходит от президента, то есть, и как бы и по нисходящей сегодня. Может быть, временно пока еще, то есть, сегодня как бы не прониклись, вот, но я думаю, что все равно с каждым годом становится лучше. Вот. Больше сегодня как-то отношение общества, вот, допустим, к пьянству, да, к этому злу сегодня уже негативное. Вот, в большей степени. То есть остаются единицы. То есть курение, употребление спиртных напитков, наркотиков сегодня уже не приветствуется в обществе. И это хорошо. То есть оно идет на оздоровление общества. Вот. А значит и у нас будет. Вот. То есть, естественно, значит, будет меньше социального сиротства. То есть как бы изживут себя центры или детские дома, как вот, я не знаю, но во всяком случае, вот, то есть сама политика государства она направлена полностью на оздоровление. Я думаю, что результат себя не заставит ждать. Мы смотрим даже вот по всей стране, да, сегодня больше становится сегодня строительство спортивных залов, сооружений там и так далее. То есть и вовлечение сегодня, то есть и вообще спорт культивируется. То есть, ну и тут через спорт, естественно, сегодня, как у нас, если вспомнить у нас Толстого, да, вот, надо заняться собой физически для того, чтобы сегодня выглядеть здоровым нравственно. То есть я думаю, через это мы придем к этому. То есть все равно, я думаю, что, ну, если не изжито, во всяком случае, это будет, вот, цифра не будет прогрессировать. То есть. В одном из центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывается 13-летний Юра. У мальчика много увлечений. Одно из них – бильярд. Юра уже неплохо играет и в свободное время старается научиться большему.
Мне 13 лет, скоро будет 14. И я в 7 классе. Любимые предметы у меня физкультура, русский, математика. Покажи нам свое портфолио. Портфолио. Да, что у тебя там как раз? Ну, у меня вот есть за участие в ярмарке, продажи, посвященной столетию образования СССР. Есть помощь мобилизованным гражданам. Потом у меня за активное участие в творческой жизни. Вот недавно мне дали диплом. Первое место за блокаду Ленинграда. Есть в портфолио Юры совместное фото с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Никитой Крюковым. Занятиям спортом Юра уделяет все свободное время. Тренажерный зал – его любимое место в центре. Благодаря упорству, старанию и заинтересованности Юра уже достиг определенных успехов. Под руководством тренера он отрабатывает технику жима штанги лежа и с помощью гантелей качает мышцы. А еще благодаря тренеру по лыжам Юра учится плавать и нырять, ведь хорошая физическая подготовка – залог высоких достижений в любом виде спорта. Бассейн Юра посещает каждые выходные, не пропуская ни одного сеанса. Тебе нравится здесь, да? Но ты бы хотел заниматься плаванием профессионально или просто чисто для себя? Профессионально. Глядя на Юру, мы уверены, что он достигнет в жизни всего задуманного и добьется больших успехов. Юр, а вот ты думаешь уже о своем будущем? Где бы ты хотел выучиться, работать, кем? Я хотел бы работать строителем. Ты знаешь, зачем мы тебя снимаем, да? Да. Вот, чтобы ты попал в семью, Да. мы тебе хотим помочь. Вот, а в какую семью бы ты хотел попасть? Ну, в любую. Ну, в любую, такую в среднюю. Среднюю. Ну вот какой папа должен быть, какая мама? Ну, чему она хороший. Юра доброжелательный, открытый и общительный мальчик. У него много друзей, его любят и уважают воспитатели. И мы надеемся, что Юра обретет семью.